Витаю вас, друзья! Сегодня 24 сентября 2025 года, 18 часов по Берлину, 19 по городу Джакарта. Друзья, я вас всех сердечно приветствую. Сегодня у нас очередной стрим. Так, слышно меня? Слышно или не слышно, друзья? Витаю вас, друзья. Сегодня 24. Так, вначале не слышно, поэтому еще раз ассаламу алейкум. Так, сейчас, одну секунду. Здесь тут надо кое-что исправить. Сегодняшний свой стрим я назвал «Украина победит». И ФСБ пытается разжечь межрелигиозную мировую войну. Давайте об этом и многом другом поговорим, друзья. Я так полагаю, мое изображение не очень качественное, по крайней мере, у меня на экране. Не знаю, как у вас. Всем тем, кто находится во временно оккупированной Чеченской республике Ичкерия, либо в фашистской России, пожалуйста, забудьте о вашей безопасности, не пишите комментарии и не распространяйте ссылку на наш стрим. Все остальные присоединяйтесь. Наш канал запрещен, YouTube канал запрещен на территории фашистской России. Я сам объявлен экстремистом, террористом и иноагентом. Поэтому, пожалуйста, будьте осторожны, друзья. Проживаю в Германии, абсолютно мирный человек, абсолютно не террорист, не экстремист, но к фашистской России отношусь так, как она этого заслуживает. Соответственно, за это меня внесли в свои вот эти списки. Чем я считаю, все делаю правильно. То есть, я считаю, все делаю правильно. Алейк салам, человечность, маш свой. Я имел в виду не здесь, в ТикТок, а в YouTube. В YouTube у меня что-то с изображением постоянно проблемы. Они в YouTube как будто у себя дома. К сожалению, в американском YouTube они у себя как дома. Но перед тем, как начать свой стрим, я хотел бы вам новость сообщить, которая на самом деле очень хорошая. Новороссийск атакован БПЛА и морскими дронами. Есть жертвы. Deutsche Welle на русском сообщает. Губернатор Краснодарского края сообщил о 2 погибших от удара БПЛА. Каспийский проводный консорциум заявил о повреждении его офиса в Новороссийске. Украинские СМИ пишут об атаке на Черноморский флот РФ. Слава Украине! По Новороссийску в среду, 24 сентября, был нанесен удар беспилотниками, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Ответственность за атаку он возложил на Украину. В городе введен режим чрезвычайной ситуации, атаковали центральную часть города в районе гостиницы Новороссийск. Ну и так далее, и так далее. Также атакован Каспийский трубопроводный консорциум, который заявил, что по их офису нанесли удар. Как вы знаете, вчера также были атаки по Москве, практически по десятки районов Москвы, Московской области были атакованы. Также были атакованы другие регионы фашистской России. Здесь очень примечательно, что по Новороссийску, то, что обсуждается, что оперативный штаб Краснодарского края, который возглавляет ФСБ, также сообщил о 2 погибших, о раненых, по его данным, 7. Оперативный штаб – это главный орган в любом субъекте фашистской России. Это главнее губернатора, всего остального. Такой же оперативный штаб был во время войны против Ичкерии, чеченского народа и государства. И до сих пор его возглавляет главарь банды УФСБ по Чеченской республике, так сказать, Дмитрий Кечкин, который, на мой взгляд, является соорганизатором теракта в Бостоне в 2013 году. И вот эти террористы, представьте себе, меня вносят в список своих каких-то террористов, перечней. И вот такой оперативный штаб в Краснодарском крае нам сообщил, что вот такая вот у них напасть случилась. Вот такие вот
дела. Украина бьет все больнее и серьезнее. Дональд Трамп, кстати говоря, сравнил Россию с бумажным тигром. Об этом он сказал после того, как Кит Келлог, спецпредставитель по Украине от Соединенных Штатов, от Дональда Трампа, заявил о том, что Украину победить невозможно, Россия в любом случае проиграет. Это человек, который не будет просто так ничего говорить. И на это обиделись, на бумажного тигра обиделись в Кремле. Они считают, что и у них там все на мази. А на мази у них вот в чем дело. Они пытаются разжечь мировую религиозную войну. Мировую религиозную войну, ни больше, ни меньше. Они пытаются натравить Америку на мусульманские страны. Все как бы начинается там с Ирана, а затем уже должно перекинуться и на другие. Короче говоря, Америка должна влезть в такую долгую войну на десятилетия, из которой она победителем, ну, навряд ли выйдет, если не применит ядерное оружие. А если она применит ядерное оружие, то в таком случае, сама начав эту войну и еще применив ее, но это ей будет еще лет 100 напоминать. И опять же она потеряет и авторитет, и уважение в мире. И вот такая вот дилемма очень страшная у Путина, который пытается разжечь. Есть у него союзники, которые тоже разжигают. Есть полезные идиоты, которые это поддерживают. Но на самом деле я надеюсь, что из этого ничего у него не получится. Но исключать эту версию, эту гипотезу, эту возможность нельзя ни в коем случае, потому что вполне возможно, что им удастся разжечь мировую войну, межрелигиозную, межцивилизационную, которая заставит померкнуть конфликт в Украине, покажется маленьким и незначительным, хотя маленьким и незначительным его назвать, после более миллиона убитыми и ранеными русскими боевиками, которые пришли в Украину, это будет очень сложно. Но факт есть факт. Вот такая вот вещь. Но Дональд Трамп часто меняет свое мнение. Он сперва говорит одно, он так как раскачивает своего противника. И вот интересно почитать, как Песков говорит о нем. Ну, фактически, он, знаете, такое отношение к президенту великой страны, и не без вины самого президента Соединенных Штатов Америки. Вот просто послушайте. Кремлю не понравилось, что Трамп сравнил, Deutsche Welle об этом говорит, сравнил Россию с бумажным тигром. Пресс-секретарь президента-террориста фашистской России Дмитрий Песков, такой же террорист и пособник геноцида, соучастник геноцида, предположил, что президент США сделал свое заявление, обратите внимание, после общения с Зеленским и, по всей видимости, под влиянием того видения, которое изложил Зеленский. То есть, видение у президента самой великой страны на этой земле за всю историю человечества своего нет. Вот с кем он пообщается, тот на него влияние и оказывает. Вот таким вот представляет нам президента Соединенных Штатов террористы и фашисты из России. Россия никак не тигр. Россия все-таки больше ассоциируется с медведем. Бумажных медведей не бывает. Привел свое сравнение Песиков или Песков, как его там. Вот такая вот интересная загогулина. Понравилась им, значит, очень, в кавычках, сравнение с бумажным тигром. Кем на самом деле, кем Россия на самом деле является? Россия является не только фашистской страной, абсолютно аморальной, безнравственной, руководящейся аморальными фашистами, ФСБ и вот этим сидельцами в Кремле, практически это все одно и то же. Но она еще очень слаба при всей своей жестокости. Только слабый бывает таким жестоким. Только слабость демонстрирует жестокость. И только сильный может быть добрым. Россию мы никогда не видели доброй.
Вот такая вот интересная, поучительная история. Очень жаль, конечно, что вот такое происходит с Соединенными Штатами Америки, которую я без, безразмерно, безраздельно уважаю. И очень хорошо, что такое государство есть, и такая нация, и такие люди есть на этой земле. Я надеюсь, американцы совсем разберутся. Дональд Трамп человек не глупый, он тоже очень хорошо разбирается. Очень надеюсь, что все будет хорошо. Но есть маленькая проблема. Соединенные Штаты не будут непосредственно сами помогать Украине, они будут продавать оружие, но непосредственно сами как-то помогать, участвовать в войне Украины против России не будут. По крайней мере, об этом заявляет Трамп. Он говорит о том, что мы должны помогать продавать оружие НАТО и Европейскому Союзу, и как бы мы ни при чем. Возможно, это связано с угрозой, ядерной угрозой со стороны фашистской России, о которой они постоянно говорят, постоянно кичатся этим, постоянно упрекают США, что США боятся ядерного оружия. Ну, точнее, надо сказать, что не США, потому что Джо Байден не боялся никаких угроз и полностью игнорировал ядерные вот эти все, всю эту болтовню фашистской России. Ну вот, как пришел Трамп, это уже начало приобретать немножко другие черты, и мы увидели резкий крен Дональда Трампа. Возможно, это отчасти, если не полностью, может быть правдой, что вот американцы не хотели бы паники, не хотели бы каких-нибудь там осложнений не только внутри страны, но и в мировой экономике. Потому что если Америка чихает, то весь мир начинает знобить. Вот такая вот тема интересная, друзья. Но все отлично. Украинский народ непобедим. Украинский народ не сдается. И знаете, что самое? Вот Бог на стороне Украины. Абсолютно 100%. Кто угодно, что угодно может рассказывать, что там Бог на стороне России, русских там и все остальное. Нет, Бог на стороне Украины. И в это трудное для Украины время, реально тяжелейшее время для Украины, появились новые методы ведения войны. Дешевые, практичные. И украинцы, как компьютерщики, как интеллектуалы, которые всегда этим славились, всегда они и Советский Союз вытягивали, они всегда и везде, и в армии, везде украинцы всегда отличались такой сообразительностью, интеллектуальностью, такой храбростью, достоинством. И сейчас при помощи дронов можно делать все, что угодно. Абсолютно. И украинцы эту тактику, стратегию ведения войны быстро освоили и просто все небо заполонили дронами. Просто дронами. И теперь у России, и им не нужны теперь какие-то там тяжелые хаймарсы, это все, конечно, нужно. Но при всем при этом они могут десятилетиями или столетиями сдерживать вот эту фашистскую орду только дронами. А все остальное им и так дается, все, абсолютно все имеется, вся Европа, США, все, и, конечно же, Украина 24/7 производит оружие. Но дроны, они дешевые, они легко обучаемы, люди могут быстро обучаться, управлять дронами. И вот благодаря этому фактически в 21 веке украинцы открыли, так сказать, да, о дронах мы все знали, они существовали, все и так далее. Но вот украинцы открыли новый метод ведения войны, который, конечно же, уже вошел в учебники военного искусства. Ну и, конечно же, я думаю, за этим будущее, фактически, вот что мы видим. И можно не зависеть от Америки, можно не зависеть от Европейского Союза. Это не значит, что от них нужно отказываться ни в коем случае. Политическая, финансовая, информационная, абсолютно вся помощь, которая сейчас поступает Украине, она бесценна.
И украинцы должны быть благодарны и Европе, и США, несмотря на то, что сейчас у них свои какие-то там, в США какие-то свои заморочки, свои внутренние проблемы, там убийства у них происходят, покушения на президента у них происходят. Мы видим, что не все так просто и однозначно в США, но при всем при этом не нужно отказываться ни от помощи, ни быть неблагодарным. Но даже если все откажутся, Украина способна защищать себя и бороться. Она, конечно же, ведет очень грамотную, правильную дипломатическую работу. И вот благодаря этому мы видим, что все будет Украина и, конечно же, Ичкерия. Еще раз слава Украине и всем бойцам, и парням, и девушкам, которые сейчас защищают нас всех. Спасибо вам большое. Дуже дякую. Дуже дякую. Ну и, конечно же, вот еще одна новость, которая тоже связана с войной в Украине. Госдума фашистской России проголосовала за круглогодичный призыв в армию. Законопроект, предусматривающий призыв на военную службу в течение всего календарного года с 1 января по 3 октября. То есть война России для России неизбежна, и они будут все новое и новое мясо посылать на эту войну, где их будут уничтожать. К большому сожалению, вот такая вот сегодняшняя действительность. Мне очень жаль, что россияне все-таки не поднимаются, ничего не делают для того, чтобы сделать так, чтобы их не отсылали на эту убойную, смертельную войну. Но вот такая вот, к сожалению, ситуация. Россияне, не только русские, россияне в целом виноваты в этой ситуации. Все виноваты, все россияне виноваты. Русские в первую очередь, но виноваты все. Все. Большому сожалению. Вы довели эту ситуацию до такого состояния, когда ваше руководство, ваше ФСБ, которое по закону обязано защищать граждан, взрывало их, уничтожало их. Понимаете? Это стало до того обыденным явлением в России, когда теракт проводился либо непосредственно сотрудниками ФСБ, против мирных граждан, спящих женщин, детей, дома взрывали, метро, троллейбусы, автобусы, что только не взрывали. Либо использовали кого-нибудь под чужим флагом. То есть под флагом чеченцев, под флагом исламистов, там еще кого-то и так далее. И 24 августа, День независимости Украины, в центральном детском магазине на площади Лубянка, на Лубянской площади сотрудник ФСБ, высокопоставленный офицер ФСБ Алексей Титов при закладке террористической бомбы, газового баллона, самодельного взрывного устройства, имея при себе разобранный телефон, кнопочный телефон, как говорят нам об этом свидетели, самоподорвался. То есть к 1 сентября, когда все закупались, все бегали по центральным детским магазинам, и не только по центральным, то в этот момент москвичей по соседству, не отходя далеко от своего вот этого главного штаба террористической банды Лубянского вот этого здания, зашел туда и самоподорвался. Опять же, Бог на стороне Украины. И вот вы мне скажите, что он не на стороне Украины. Украина ведет праведную войну, ведет самую справедливую борьбу, которая есть на этой земле. И вот Бог оказался на стороне Украины. И благодаря вот этому самоподрыву террориста Алексея Титова, который сейчас везде почищают, везде все, не было этого, закрыли, нет, все, как будто не было такого случая. Забыли эту тему, пытаются ее замолчать, забыть. Мы видим, что затем происходит через 3 дня нападение в Миннеаполисе на детей сумасшедшим, которые также пытаются пристегнуть к Украине. Затем происходит нападение на Андрея Порубия, которого убивают для того, чтобы поднять украинских патриотов, их взбудоражить, их раздосадовать.
для того, чтобы они высказывались и в интернете высказывались, а может быть и предприняли какие-нибудь действия против Зеленского, своей власти, против Дональда Трампа что-то говорили и делали. И затем происходит очень странное убийство Чарли Кирка или Керка. И тоже большая сейчас разборка идет. Я везде там вижу русский след. Без русских там, я думаю, не обошлось. Но я думаю, американский народ разберется. К большому сожалению, ФБР пока очень скрывает информацию. Пока сейчас мало информации по убийству Чарли Кирка. Но я думаю, что это станет достоянием публичности. Суд будет. Стрелявший, подозреваемый в стрельбе стрелок задержан. Будем смотреть, будем наблюдать, как это все будет развиваться. Но эти события очень накладывают отпечаток на то, что вот украинцы виноваты. Это нужно сделать для того, чтобы от украинцев отвернулись, простые американцы отвернулись. Потому что в Америке демократия не на словах, а на деле. И мнение населения, хотя его пытаются там где-то не слушать, игнорировать, где-то пытаются манипулировать мнением американского народа, как везде, в любой стране, любые политики делают. Но с ним считаются, и не считаться с ним не могут. Поэтому для украинцев важно, и для нас всех важно, чтобы американский народ, именно народ, как и немецкий народ, пусть власти меняются, пусть что угодно будет. Главное, чтобы народы нас понимали. Понимаете? И это очень важно. И нам пытаются всячески где-то пристегнуть Украину ко всем этим случаям. Поэтому, друзья, не поддавайтесь на провокации, не дайте себя обманывать. Понимаете? Не дайте себя обмануть, не дайте себя одурачить этой фашистской русне. Ее задача сейчас расколоть украинское общество на антисемитизме. Зеленский отличный президент. Что бы ни было, закончится война, потом будете разбираться, кто прав был, кто не прав был. Сейчас вашу армию, вас победить невозможно. Как и в Америке есть демократия, и народ решает. Также и в Украине есть народ, который вопреки всему, что за 3 дня потерпят поражение, сейчас все бегут, все разбегаются. Ничего подобного. Невозможно этот народ заставить бежать, покориться, сдаться, отступить. А победить его, именно уничтожить, они не могут. Они по жилым домам бьют, и пугают, и что угодно сделают. Но вот истребить этот народ не получается. И не получится никогда. А победить его нельзя. Поэтому я желаю, чтобы украинцы выстояли и не дали себя обмануть. Не дайте себя обмануть. Хотят украинских патриотов пристегнуть к исламским террористам. Это тоже очевидно. Поэтому будьте осторожны в этом смысле, украинцы. Я об этом уже много раз говорил, еще раз повторяю. Будьте осторожны, не дайте себя пристегнуть к этим исламским террористам, исламистам и так далее. Сейчас уже, в принципе, начали всех мусульман называть такими, что тоже является фашизмом, самым настоящим фашизмом. Тот, кто призывает там, к войне против ислама, это самые настоящие фашисты. Тот, кто призывает к войне против христиан, иудеев, это тоже самые такие же фашисты. Ничем разницы между ними нет, никакой разницы. Ничем они не отличаются. Но вот такая вот ситуация сейчас. Ведется большая работа, фашистами ведется, ФСБ ведется, для того, чтобы стравить народы, чтобы отвлечь внимание от убийства украинского народа. Что мы не позволим сделать. Не позволим. Никогда. Так, друзья, посмотрю, почитаю ваши комментарии, пишите комментарии и задавайте свои вопросы, и я с удовольствием на них отвечу. Так, мир вам, Мишлях, и вам, дорогой, приветствую. Скоро конец России. Да, Руслан, это несомненно, без сомнения, это обязательно произойдет.
Питер Вольф, я не понимаю твоего вопроса. Что значит, какими... Каждый какой в стране живет, те паспорта у них и есть. Я не понимаю просто, о чем ты хочешь сказать. Вместо того, чтобы указывать, какие паспорта, вот ковыряться, да, то есть там льешь, искать что-то. У вас там это, вот у вас там это. Вы что-нибудь сделаете? Сделаете. Почему года идут, годы просто идут, вы ничего не делаете? Я не могу понять. Почему вас не видно, почему вас не преследуют, почему вас не убивают? Почему так происходит? Почему вы постоянно ковыряетесь за что-то? Что сделал? Что вы сделали, чтобы поддержать свой президиум, свою законную легитимную власть, если, конечно, она твоя законная легитимная? Просто интересно, без агрессии, без ничего, просто задаю вопрос. Что за вообще вот такие какие-то ковырялки идут, там это, то. Война идет. Ребята, нас убивают, нас преследуют, нас репрессируют, дискредитируют, уничтожают. Вы что делаете? Вы выявляете, правильно ли кепку надел, там, застегнул ли верхнюю пуговицу. Вот так, что ли? По уставу ли я сижу или и так далее. Зачем так делать? Делайте, займитесь чем-нибудь, принесите пользу нашему народу. Если вы что-то раньше сделали, это не значит, что вы сейчас не должны этого делать. Если вы занимали какие-то посты, если вы какой-то там на войне были, ну, военным, допустим, раненым, вообще с них снимается вся ответственность, все обязательства. Но в общем, если в общем брать, то если вы занимаетесь какой-то политической деятельностью, еще какой-то деятельностью, вы должны это продолжать, вы не можете останавливаться. Как это так происходит? У нас здесь вот сколько информационной борьбы против нас ведется, а у вас никого нет. Понимаете? Не знаю я, какие у них паспорта. Абсолютно мне все равно. Я знаю, что эти люди искренние патриоты своего народа. И борются. Вот борются. Все потеряли в этой жизни. Продолжают борьбу. Вот что я знаю. А какие паспорта у них, какие у них деньги, какие у них еще что-то, абсолютно никогда не интересовался. Но у меня, я могу тебе сказать, у меня немецкий паспорт. Меня хоть и написали там, что я Россия, там с Россией и так далее, но я абсолютно не согласен, я постоянно это оспариваю. К сожалению, ничего не могу поделать, но я могу, например, зачеркнуть свой паспорт, где там Рус написано. Немецкий паспорт свой, где у меня там место рождения Рус. Потому что я родился в СССР, никакого отношения к фашистской России не имею, вынужденно взял паспорт после того, как мой паспорт русский порвали. А я порвал русский паспорт в прямом эфире несколько лет, уже лет 4-5 лет уже назад. Поэтому какая разница? Зачем вы это делаете, я не знаю. Так, слава Украине, героям слава. Героям слава здесь, героям слава. Слава всем воинам ЗСУ. Амин, амин, Азиз. Героям слава птаха Мадяр. Я знаю одно, что Мадяр это такой главный враг России. Главнейший враг России. Они его так ненавидят, что даже не произносят его имени. Они его игнорируют полностью. Это приблизительно как они со мной поступают. Конечно, Мадяр намного больше приносит пользы в борьбе, но у меня другой фронт. Но ненавидят Мадяра. Мадяр, если вы меня слышите, респект вам. Респект и уважуха. Так. Все будет Ичкерия. Дима, приветствую. Шалом алейхум, брат. Как у тебя дела?
Донецк, Луганск, Крым, Мариуполь, Одесса, Херсон, Запорожье, Сумы, Николаев, Харьков, Киев, Львив. Это Украина. Абсолютно, Азиз. Так, давайте вопросы, друзья. Сила научит НАТО, как надо бить сильных. Да, да, абсолютно так. Украину уже никто не победит на этой земле, понимаете? Америка против нее воевать не будет, а равных больше Украине нет. Ни европейских армий, ни чьих-либо. Нация воин. Ты почему ночью сейчас кадыровцев не гасишь, не освобождаешь свободную Ичкерию? Мне говорит Антон. То есть русский оккупант хотел бы, чтобы я убивал кадыровцев. Понимаете? Это их мечта. Им хочется, чтобы мы друг друга убивали. Но для меня нету кадыровец или россиянин. Вы для меня все одинаковые. Понимаете? Да, они предатели. Они хуже поступили, чем вы поступили. Но главная угроза – это вы, фашистская имперская Россия. Для всего человечества. Для всего. Понимаете? Вот в чем. И ты свои тайные желания раскрываешь, чтобы кадыровцы. Да? Кадыровцы уйдут вместе с вами. Понимаете? Они будут еще извиняться перед нами. Надо сделать так, чтобы вы убрались с нашей земли. Вы являетесь раковой опухолью. Империя, русская империя. Вы раковая опухоль человечества. Понимаете? Вы абсолютное беспримесное зло. Понимаете? Это нужно понять. Так. Ахмад Кадыров сам продал свою страну, чтобы поддержку получить и остаться на троне. Ну, во-первых, он не был на троне. Он просто был работником российских спецслужб. И просто предал тот, кто был вокруг него. И за это ему дали место блюстить. Он не главный. Рамзан Кадыров или Ахмад Кадыров, они не главные в Чеченской республике Ичкерия, оккупированной. Они являются просто фасадом, они только лицо, которое нам показывают. И им нужно, чтобы мы все ненавидели Кадыровых. Их задача за то, что все стрелы, вся ненависть, весь негатив наш будет направлен на Кадыровых, они за это получают миллиарды. И они согласны на эту роль в золотой клетке, пользуясь вот этими благами, которые их осыпает империя. Но они их шестеренки, маленькие винтики. Главным является, еще раз и еще раз говорю, УФСБ по Чеченской Республике. Рамзан Кадыров, непосредственно его Росгвардия, подчиняются Золотову и Путину. Это его такая защита. Не только они. Были вагнеровцы, которые перешли границу и были расформированы. Но есть и другие группы, такие же. Не говоря уже о ФСО, Федеральной службе охраны. На самом деле в Чеченской Республике, Ичкерия, временно оккупированной фашистской Россией,
главными являются непосредственно на месте, как вот сейчас я вам зачитывал, новороссийский, оперативный штаб. Это главный орган власти, который реагирует в случае какой-то там угрозы силовой, чрезвычайной и так далее. Туда входят все силовые подразделения и глава региона. Возглавляет начальник УФСБ этого региона. И все это подчиняется РОШу, регионально, это есть региональный оперативный, они подчиняются оперативному штабу, то и Совету Безопасности, непосредственно Патрушеву, Николаю Патрушеву. Знаете, у Путина есть своя вот составляющая, своя армия, свои вот эти интересы. У Патрушева, у ФСБ есть своя отрасль, свое направление. Поэтому Рамзан Кадыров, не Ахмад Кадыров, это просто марионетки. Это марионеточный режим, и они управляемы. Они абсолютно не свободны. Все, что делает Рамзан Кадыров, делает только строго в соответствии с приказами, которые он получает. Он не убивает чеченцев, даже чеченцев без приказа. Если они окружали раньше какого-то там маджахеда или партизана нашего в доме, то они запрашивали у ФСБ, можем ли мы его атаковать, или это ваш человек. И если ФСБ говорила не трогать, они обязаны были разойтись, отпустить их, и они их отпускали. Вот так это действует. Большая каша, большущая каша. Не только российские спецслужбы там принимают участие, конечно, но в основном, конечно, это российские спецслужбы. Но такие вот дела, друзья. Маша Войла там преподнести так, что конфликт между чеченцами, а Россия тут ни при чем. Да, абсолютно так же ранее. Дело в том, что изначально, помните, когда Ельцин, когда Зелимхан Индербиев с переговорной группой прилетели в Москву на встречу с Ельциным, тогда Ельцин хотел сесть во главе стола, а посадить Завгаева и Индербиева друг против друга. Таким образом, они демонстрировали, что это гражданская война. Не было никакой гражданской войны. Весь чеченский народ при свободном волеизъявлении избрал путь на свободу, на независимость. И Завгаева никто, российскую марионетку, никто серьезно не воспринимал. Абсолютно никто с ним не считался. Так же, как не считаются с Кадыровым. Понимаете? Хотя Кадыров есть порождение вот этой войны. А Завгаев есть причина порождения этой ситуации. То есть Завгаев, Хасбулатов, все другие, кто служили с советских времен, советская номенклатура, хотя Рамзан отец был такой же из этой, но он как бы был вроде бы с нами в начале. Но и вот эти люди, они виновники этой войны. Они разжигатели этой войны. Они в 1000 раз хуже. Сейчас же при поддержке Запада, при поддержке разных фондов, старая советская номенклатура, КГБшная, ГРУшная, хочет все взвалить на Кадырова, отодвинуть его и прийти к власти. То есть не только шило на мыло, а еще хуже, они лузеры, они неудачники. Тогда их Дудаев побил, они не смогли забрать власть, народ не поддержал, чеченский народ их фактически побил. Сейчас их при помощи уже российской армии побил и Путина побил Рамзан Кадыров. Это такие уже профессиональные лузеры, профессиональные неудачники. Но они продолжают абсолютно аморально вести свою деятельность и постоянно нас пытаются подвести к тому, что вот мы должны поддержать их в борьбе за их власть против Кадырова. И Россия всегда пыталась представить нашу войну русско-чеченскую гражданским конфликтом. Таким образом, она хочет избавиться от ответственности. Все вот эти генералы ФСБ, полковники, все убийцы, военные,
МЧС, ФСИН, все эти полицейские, все силовые структуры фашистской России, они хотят уйти от ответственности. Они по горло в чеченской крови. По горло просто. И им важно, чтобы нас представили такую гражданскую войну. Мы не согласны с этим. Рамзан Кадыров марионетка фашистской России, управляется ФСБ, и никакого отношения к чеченскому народу он не имеет. Но весь мир, который нас оставил один на один с этим людоедом, и вынужденно некоторые чеченцы шли на работу, даже в силовые структуры фашистской России, это представляет, это выбор чеченского народа. А нет, это не так. Это не выбор. У вас нету ни одного доказательного факта, ни одного статистического графика, который показал бы, что мы хотим быть с Россией. Это ложь, это обман. Не было никакой гражданской войны. Нам с чеченцами, то есть чеченцам, делить нечего. Мы все как один 3 века хотим свободы и независимости. Для безопасности в первую очередь. Богом данную нам свободу мы хотим просто и всего. Все, кто в этом мире ее хочет, и мы хотим также для безопасности. Для того, чтобы нас не уничтожали, не отправляли на войны несправедливые, имперские, фашистские войны. Чтобы нас не депортировали, не уничтожали под видом депортации. Мы просто всего лишь этого хотим, как и все народы на этой земле. И мы будем к этому идти мирным путем. Вот они будут нас называть террористами и так далее. Вы все свидетели, я за 6 лет уже сколько, 7 лет, 6 лет веду, больше 6 лет, 7-й год веду этот канал. Вы все свидетели, что я никогда не призывал никаким вооруженным действиям на территории фашистской России. Не потому, что я боюсь каких-то там их уголовных статей или еще чего-то, а потому что я считаю, что это нам, чеченцам, не нужно. И у меня есть абсолютно обоснованная версия того, почему мы не должны сейчас воевать. Потому что мы исчезаем, мы заканчиваемся. Мы не должны непосредственно воевать. Пусть другие воюют, которые не воевали, которые помогали нас уничтожать. Фашистские. Наши соседи пусть воюют, татары воюют, якуты воюют, они пусть воюют. Мы уже положили более 250 тысяч, более 25% от числа своих граждан, среди которых 42 тысячи детей. Кто хочет воевать, тот может спокойно ехать в Украину воевать. Из чеченцев я имею в виду. Но чеченцам воевать не нужно сейчас, как чеченцам. Мы мирным путем должны добиваться. Мы должны делать все мирным путем. И все равно вы все свидетели, меня объявили террористом, меня объявили экстремистом и так далее, и так далее. Хотя я почти каждый день ухожу в эфир, никаких терактов не проводит. Наоборот, все теракты, которые Россия здесь, в Германии и в Европе проводит, разоблачая, и в США, разоблачая. Именно за это они меня внесли в террористический список, и теперь я у них там, в их списке. Но правда, они у меня намного раньше, чем они меня туда внесли. Вот вся сущность этой фашистской, имперской, вот этой террористической машины. Вся ее суть. Понимаете? И это не освобождает. Не освобождает, если вы не призываете к терроризму, не призываете к экстремизму. Это не освобождает, что вас не будут преследовать. Но я даю на себе пример, как они из абсолютно мирного правозащитника могут сделать террористов. А разве они не могут сделать тогда из верховного главнокомандующего террористов? Или любого комбатанта, любого законно воюющего чеченца за свою свободу и страну? Разве они не могли сделать из него террориста? И все Интерполы, все, кто нас обзывает террористами, вот смотрите теперь, наблюдайте, как они делают из человека мирного, абсолютно мирного человека, делают террористов. И это будет уроком всем, и вы всем можете рассказывать. Вот как они обвиняют человека в терроризме. Если ты взял в руки оружие, то, конечно, тогда они с радостью объявят вас террористом. Вот мы ведем войну не гражданскую, мы ведем войну за выживание, экзистенциональную
войну за выживание чеченского народа, чтобы чеченский народ сохранился. Сейчас Украина начала вести свою борьбу, Грузия борется, кто-то там еще борется, но мы начали ее в 90 еще первом году, мы первые были, на кого обрушилась вот эта фашистская империя. И мы дали очень много времени многим народам собраться. Вот мы видим сегодня Украина, она сама может отбиваться. Абсолютно, абсолютно спокойно, без какой-либо помощи она может сама отбиваться. А помощь, как мы видим, всего мира есть, в том числе и США. Вот такие вот дела. Привет, Литва, приветствую, Литва. Страны Балтии, уважаемая Литва, уважаемая Латвия, уважаемая Эстония, почему вы до сих пор не признали наш президиум правительства Чеченской Республики Ичкерия? Уже их самолеты залетают на территорию Эстонии. Они вас ненавидят лютой ненавистью, вы это знаете. Почему вы, которому помог Джохар Дудаев, которым республикам помог Джохар Дудаев, не принимаете нашу Аллу Дудаеву, которая входит, является сопредседателем президиума правительства? Почему вы игнорируете наш вопрос? Раньше, да, угроза была, вы маленькие республики, маленькие государства, малочисленные, но при всем при этом вы сейчас уже в состоянии войны. Вы уже не отвертитесь. Они уже открыли свое истинное вот это мурло. Они показали всему миру, что у них, что они из себя представляют. И они будут идти ровно до тех пор, пока у них не закончатся вот эти силы и эти люди, которые будут они посылать на убой. Признайте, пожалуйста, признайте, я вас прошу. Литва, Латвия, Эстония. Признайте, наш президиум правительства в лице Алловой, Ахьяда Идигова и наших других людей. Для нас, для чеченцев, это жизненно важно. Для вас это также будет полезно. Может быть, не жизненно важно, как для нас. Украина это сделала. Украина в октябре 2022 года после широкомасштабного вторжения отправила документы ООН. Верховная Рада признала геноцид над нами совершен. И то, что наша территория оккупирована. Это очень важно для нас. К большому сожалению, сейчас наш президиум, пока они не пригласили Украину, потому что там разные силы. Я просто много критиковал, не буду сейчас повторяться, но в Украине есть нездоровые силы. Ну, может быть, у вас они тоже есть, но сейчас вам нужно брать курс 100% на борьбу против фашистской России. Она вас не оставит, уважаемые мои жители, граждане стран Балтии. Не оставят они вас. Не оставят. Они никого не оставят. Никого. Так. Я смотрю, вся агентура здесь. Вы заметили, то 700 человек смотрит, то 400, то 500, то 300. Вот так прыгает. Это троллятина заходит. Это я про YouTube, если тиктоковцы вы смотрите, у вас стабильно все. А здесь они, троллятина заходит и через секунду выходит. Заходит и выходит. Таким образом, интерес к стриму, они демонстрируют, что алгоритмы YouTube показывают, что не интересен стрим. И таким образом они просто сажают, убивают наш стрим. Вот как нужно бороться против фашистской России, понимаете? Чтобы они все силы на вас бросали, понимаете? Чтобы они вас террористом, экстремистом объявляли и так далее. Вот как нужно бороться. Я буду скоро курсы преподавать по борьбе с фашистской русней. Да, Зури, совершенно верно. Геноцид чеченцев продолжается только в другой форме. Абсолютно так.
Игорь пишет, я был в Грозном тогда, когда Джохар Дудаев был президентом. Тогда Ахмад Кадыров орал на площади «Джихад, джихад». Да, совершенно верно. И Ахмад Кадыров первый объявлял джихад России, священную войну. Раньше мы это называли всегда газоват, газват. То есть защищаешь свою землю, борешься за нее. Это у нас было слово газват. Это оно имеет тюркские корни, такое, оттуда оно к нам пришло. Но джихад в мире подразумевался установление исламского правления во всем мире. То есть, знаете, это как коммунисты, когда хотели установить коммунизм во всем мире. Понимаете, границ не имеет нигде. Понимаете, вот какая вот была картина. И Ахмад Кадыров один из тех, кто призывал выходить на джихад, сражаться, биться там и так далее, и так далее. Но кем он оказался, мы все теперь, кем он оказался. И нас снова пытаются вот этот шумок снова использовать, снова нам хотят рассказать, что мы какие-то там исламисты, каратисты. Нет, это не так. Абсолютно не так. Мы по духу демократы и по букве демократы. По нашей конституции мы демократы и по духу мы демократы, что самое главное. Понимаете, что главнее даже, чем закон. Понимаете? Вы откуда? Я в данный момент я проживаю в Германии, город Гамбург. Спасибо, Владимир. А так я чеченец. Так, что это он? Что это вы тут? Так. Я думаю, ты прав.
сейчас будете отправлены в кругосветное путешествие. Кремль-боты вперед вам пишет. Петрушенко. Вперед, в очередь на заправку, бензин в дефиците. Да, кстати, вам нужно не здесь сидеть, а идти бензина закупаться. Бутылки там разные собирайте. Вот, абсолютно, Азиз, с тобой согласен. Абсолютно. Так. Это мы удалим ли он? Как хорошо. Алейк салам, позитрон. Друзья, приветствую. Ну что, давайте вам тогда еще новости расскажу. Самолет с главой Минобороны Испании на борту столкнулся с помехами в работе GPS вблизи Калининграда. Проблемы с системой навигации воздушного судна возникли по пути в Литву. Помимо обороны Испании Маргариты Роблес, на борту находились родственники испанских летчиков, участвующих в новой миссии НАТО по противовоздушной обороне на восточном фланге, пишет агентство Reuters. Была попытка нарушить сигнал GPS, но так как наш самолет оснащен зашифрованной системой, он не пострадал. Подобное, вероятно, обычное явление на этом маршруте, включая коммерческие рейсы. Это не связано с тем, что это именно наш самолет, заявили в Минобороны Испании. Зачем об этом тогда вообще говорить, если это в порядке вещей? И вот еще хорошая новость, россияне, для вас тоже. Кстати говоря, возвращаемся к теме про бензин, который вам нужно быстренько идти закупать. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что поставки нефти из РФ будут прекращены до конца года. По ее словам, новая мера направлена прежде всего на Венгрию и Словакию, которые продолжают закупать сырье у Москвы. Мы хотим избавиться от остатков нефти и газа, поступающих из России в Европейский Союз, сказала фон дер Ляйен. Она подчеркнула, что введение пошлин должно подтолкнуть Будапешт и Братиславу к отказу от закупок. Президент США Дональд Трамп около 2 недель назад призвал европейские страны прекратить приобретать энергоресурсы у России и повторил это требование во вторник на Генассамблее ООН. Трамп абсолютно прав, отметила в этой связи фон дер Ляйен. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто заявил в Нью-Йорке, что его страна не прекратит закупки энергоносителей в России из-за отсутствия альтернативных маршрутов поставок. Сиярто подчеркнул, что Будапешт не изменит позицию даже под давлением США. Невероятно просто. Невероятно. Что это Венгрия делает в Совете Европы? Что это Венгрия себе позволяет? Что это делает Словакия, которая закупает нефть? Почему эти пророссийские деятели есть во главе этих государств? Да, может, народ их избрал? А знает ли народ про то, что после Украины будет давление на Европу, на страны Балтии, страны Евросоюза, на ГДР, да, которые Россия планирует вернуть себе, восстановить стену? Знают ли они об этом?
А если знают, то пошли они к чертовой матери. Что с ними церемониться? Вроде Трамп с ними там разговаривал что-то. И тоже интересная новость. В нашем германском Бундестаге прошли дебаты, посвященные бюджету ФРГ на 26 год и реформам. Фридрих Мерц отверг обвинение в том, что его правительство разрушить или ликвидировать социальное государство. Мы должны четко понимать, что как страна мы переживаем один из самых сложных этапов нашей современной истории, заявил канцлер ФРГ в начале своей речи. По словам Мерца, профсоюзы и представители промышленности глубоко обеспокоены будущими перспективами своих компаний и своими рабочими местами. Поэтому правительство ФРГ намерено сконцентрироваться на нескольких ключевых вопросах: реформах налоговой политики и системы соцобеспечения, новых инвестициях и снижении цен на энергоносители. Мерц указал, что в этой ситуации реформа социального государства необходима. В то же время он подчеркнул готовность к политическим компромиссам с другими партнерами. Планирующиеся реформы вызвали критику некоторых фракций. Сопредседательница фракции Зеленого в Бундестаге Бритта Хессельман предостерегла от социального дисбаланса и выступила против сокращений. Она также раскритиковала Мерца за решение не ехать на заседание Генассамблеи ООН в Нью-Йорке ради участия в дебатах в Бундестаге. Сопредседатель ультраправой АДГ Тина Хрупала обвинила правящую коалицию в безрассудном расточительстве капитала будущих поколений. Я считаю, конечно же, что многих нужно социала убирать и выводить на работу. Очень много молодых людей, молодых девушек сидят на социале и не работают. Работу можно найти, можно начать работать, и это обязательно. Обязательно нужно делать. Салам алейкум, братан. Ва алейкум ассалам. Салам from Bosnia. Братан, по-русски ты, правда, написал, да? Ва алейкум ассалам, Босния. Так, давайте дальше. Так. Джихад, такого понятия в чеченском обществе не было. Понятие джихад принесли 230 лет назад арабы вместе со своей культурой, чтобы побольше истребить доверчивых чеченцев, мысли вслух. Ну, я не помню, чтобы в детстве мы использовали в молодости такое слово. Просто оно появилось вот с началом войны, в моем лексиконе, по крайней мере. Я, конечно, могу ошибаться, но мы всегда говорили про газоват, 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 газоват. Вот про этот газоват мы говорили, которые были и при имаме Шамиля, и при шейхе Мансуре. Про газоват мы говорили. А джихад появилась после, и мы, ну, как бы, религиозный исламский термин, да, вот и все, и начали его использовать. А оказывается, у него был подтекст, что его в мире представляли, что мы вот все там строим необольшевистское, исламское, там, мировой порядок, точнее, строим. Это нужно, очень важно. Мы имеем дело с дьяволом, с сатаной мы имеем дело, с абсолютными аморальными существами мы имеем дело. Поэтому мы должны каждый термин, который они нам вбрасывают, всегда его взвесить и просто тупо не использовать. Мы очень много терминов использовали там. Боевики, ваххабисты, что мы... джихад, там разные, которые. И надо смотреть, как они, для чего они эти слова вводят. Они имеют очень большое значение. Имеют. Так, Астас, что скажешь про вчерашнее высказывание Трампа по поводу Украины? Ну, я считаю, что Трамп правильно все сказал, абсолютно правильно. Он сказал о том, что
Украина, она победит, что Россия это бумажный тигр. Это очень важно было сказать, это нужно было давно говорить. Но, знаете, Трамп может сегодня одно сказать, завтра он сказать по-другому может. Уже несколько раз это было, правильно? Поэтому он делает свою какую-то работу, он ведет. Он защищает Америку. Может быть, от ядерной угрозы защищает. Может, какие-то у него обязательства перед кем-то есть. Не знаю. Но я знаю одно, что Америка, она понимает, Соединенные Штаты Америки понимают, что если Украина падет, и Европа понимает, самое главное, что если Украина падет, то авторитет США упадет просто ниже плинтуса. Все. Какие слова были, как начинали, как поддерживали, мы же все помним. И это интернет лучше нас, YouTube все помнит. И для Америки это потеря престижа, потеря авторитета, а для европейских стран это угроза уже все. И эти украинцы, они потом пойдут войной, как кадыровцев посылают, пойдут уже в рядах имперской армии против Европы. Это все прекрасно уже поняли. Все, это абсолютно простые немцы это поняли. Те, кто поддерживает АФД, я, например, работаю, на стройке работаю, и я работаю со средним классом, людьми, с абсолютно обычными парнями работаю. И некоторые из них поддерживают АФД. Можно сказать, большинство поддерживает АФД. Но когда касается вопроса, я им так вопрос ставлю, а если, например, Украина падет, и они тогда придут сюда, вы дальше будете поддерживать АФД? Потому что они не ассоциируют эту АФД с Путиным, с Россией. Они ее ассоциируют как борьбу с мигрантами, которые там, все хуже там, и так далее. И еще, знаете, нужно быть честным, объективным. Некоторые мигранты себя ведут неуважительно к немцам. Потому что немцы спокойные, немцы уважительные, воспитанные. А это другая культура, и он думает, если с ним уважительно разговаривают, он же из диктаторских стран. А в диктаторской стране пока по башке не дадут, человек не понимает. Вот он уже так воспитан. И вот, наверное, с этим, я не хочу сейчас ни на кого ничего наговаривать, но когда им говоришь, немцам говоришь, а почему тогда, если, например, Украина падет, и они же придут сюда, тогда они говорят, нет, ни в коем случае, Украину мы должны поддерживать просто 100%. Мы должны делать все, чтобы Украина стояла, держалась, чтобы она свою свободу, независимость отстояла. Это все понимают, все до единого. Когда я 10 лет назад сюда приехал и рассказывал, что они ГДР планируют восстановить, захватить, надо мной немножко посмотрели. Никакой 10 лет назад. Несколько лет назад меня приглашали там на одну встречу, и там я сказал, что ГДР, может быть, 4 года назад это было, может, меньше даже. Там некоторые смеялись. И я сказал, знаете, когда я говорил, что на Украину нападут, некоторые украинцы в интернете мне выражали скептицизм. И немножко, говорили, мы же христиане, мы братья, мы там славяне, там, на нас не, это вы там, на вас там решили напасть, потому что вы там плохие, сякие, мусульмане и так далее. Я говорю, мы тоже думали, что мы вчера советские граждане. У нас в Грозном жило больше русских, чем чеченцев. 80-85% жило русских. И мы все думали, что это они не придут с войной нас убивать. Так вот, первых, кого они убивали, это были русские. Наши грозненские русские, первые они их убивали. Задавали вопрос, ты как к чеченцам относишься? Те говорят, да нормально относились, жили, все нормально. Ах ты, продажная тварь, там, мужчину, женщину, расстреливали просто. Поэтому в этом смысле нужно всем понимать. И не Германия это понимает, и Трамп это понимает. Просто у Трампа свои задачи. Я не думаю, что Америка должна бояться ядерного оружия, ядерной угрозы со стороны России. Это понты. Они не посмеют нанести удар по США. Они не посмеют даже направить, если правильно к ним отнестись, как это делал Байден. Они не, у Трампа свои были интересы. Трамп защищает Израиль. Трамп защищает Ближний Восток. Ему нужно, Америка считает, что там у него интересы более важные. Понимаете?
И в этом смысле это нужно понимать просто. Они нам ничем не должны, ни Украине не должны, ничем, никому. Даже если должны, как вы знаете, в политике быстро все прощают друг другу. Все, до свидания, забыл, и все, и ты простил все. Но Америка понимает, я думаю, американский народ понимает, и нужно сделать так, чтобы он не разочаровался в украинцах. Не нужно набрасываться на Трампа, не нужно набрасываться на Америку, что-то говорить. Дали чуть-чуть. Спасибо, слава Богу. Спасибо и на этом. А так немцы все понимают. Так. Россия по пути к Европе столкнулась с проблемами GPRS, поэтому свернула в сторону КНДР. Так, Путлеру не нужна демократия, ему надо грабить богатство страны, монополия, коррупция, беспредел, силовики, и он хочет всегда быть за рулем. Да, ваше мнение по поводу Китая. Я считаю, что мир разделился на два лагеря. Это будут китайские и западные, европейские, американские, ну, скажем так, западный, как его принято называть, европейский или такой. И я считаю, что Китай будет вот эту линию держать. И Америка хотела бы с ним в противостоянии быть, мирном противостоянии, технологичном противостоянии, без войн. Но, к сожалению, не получается пока это сделать. Я думаю, Китай получит Дальний Восток, Китай получит, может быть, часть Сибири и часть Дальнего Востока от России. Россия катастрофически летит в пропасть. Победит она Украину, она будет всегда воевать. Сколько может, Путин будет воевать. Он по-другому не умеет. Он всегда воюет, и он будет воевать. И наша задача просто не дать ему возможности нас победить и нас убивать. Вот и все. Китай будет поддерживать, да, к большому сожалению. Будет поддерживать и будет продолжать это противостояние. И ему тоже выгодно, чтобы Россия воевала, продолжала сражения. И вот они таким вот образом затягивают эту войну. Китай — это будущая конфронтация, наша конфронтация западных, европейских людей, противостояние, вот, наверное, на лет на 100. Так, со мной связаться нужно было, когда я звал вас связаться. А ты, как Закаевский, я тебя удаляю, хорошо? Тебе здесь не место. Закаевским здесь не место. Если заходит, мне что-то там рассказывает. Трамп убедился, что Путин лег под Китай. Азиз, знаешь, я думаю, Украина неотвратимо победит. Да, Дим, однозначно. Трамп убедился, что Путин лег под Китай. Я думаю, Трамп не мог этого не знать. Соединенные Штаты — самое мощное разведывательное сообщество. Соединенные Штаты имеют вот телефоны, которые все знают. Ну, не мог он не знать, что Китай поддерживает, помогает. Когда туда приехали северокорейцы, уже было понятно. Северокорейцы никогда, это прокси-армия Китая, которая полностью зависит. Это полностью было понятно даже мне, что там уже с позволения, с разрешения Китая они там присутствуют. Трамп, давайте исходить из того, что сейчас происходит на Ближнем Востоке. На Ближнем Востоке, в частности в Палестине, сейчас идет зачистка сектора Газа. Кто бы что ни говорил, как бы вы это ни оправдывали, это началось с убийства 1200, более 1200 граждан Израиля, евреев, больше, наверное, больше евреев там погибло. Ни одна страна этого не простит, ни одна страна. Более 250 человек было, если у нее есть силы, конечно. У Израиля есть. Израиль 3 поколения
И женщины, и мужчины, все служат для того, чтобы себя защитить. У них есть на это право, как у любого народа на этой земле. И если мы не фашисты, мы должны ни в коем случае, мы не должны это принимать и отказывать им в праве, да, и говорить, что вот они не имеют права. На территории сектора Газа, или палестинской автономии, так называемой, за все это время не было создано государство. У них задача была не создать государство, а уничтожить Израиль. Я очень сожалею, мне очень жалко вот этих арабов Палестины, вот этих арабов, проживающих в секторе Газа. Эти люди, у них мозги обмыты. Да, часть правды за ними есть. Они имеют право там возмущаться на что-то. Но они оказались инструментами. Как мы, чеченцы, оказались инструментами в руках фашистской России, они оказались в руках фашистской России. И их на прокат свои же арабы сдали Советскому Союзу. И этот вопрос как-то нужно было решать. И вот сейчас получилось так, что Трамп мог решить. Очень сильное лобби, как мы знаем, вокруг Трампа очень сильное еврейское лобби. И оно добивалось этого. И Америке это нужно. Ну, по крайней мере, об этом Америка говорит, что это нужно. Потому что Израиль союзник, и оставить его, оставить его на растерзание. Просто всем вокруг. И нужно было этот вопрос решить. Как его решить? Ну, как его просто по-другому решить? Я против геноцида, я абсолютно осуждаю. Ну, как его можно было решить? Сейчас остановиться? Но если сейчас Израиль остановится, эти люди, у них много людей погибло. Это угроза для Израиля, это бомба замедленного действия. Это неправильная политика Израиля, может быть, изначально. Еще что-то. Но Израиль там не главный актор. Главный там США и Советский Союз. С момента создания этого Израиля. Это такой искусственный, такой сделанный проект, чтобы влиять на Ближний Восток. Америка решила влиять через Израиль. Советский Союз хотел влиять через Израиль, но у него не получилось. Евреи выбрали другую сторону. Он начал влиять через арабов в Советский Союз. И вот это все происходит. Ну как это решить? Ну невозможно это, никак это решить нельзя. Понимаете? И сейчас, когда вот эти события происходят, Америке нужно не бросить все, что она столько вложила, столько сделала. И Израиль много сделал для Америки. Евреи много сделали для Америки. И вот такая вот патовая ситуация. Очень патовая ситуация. При всем при этом я еще раз говорю, что мы должны исходить из реального положения, а не то, что вот мы хотим. Ну где все вы, люди, не конкретно кому-то обращаюсь, ко всем общим, где все были, когда не признавали Палестину? Почему сейчас начали признавать, эту Палестинскую Арабскую Республику? Почему ее раньше не признавали? Те же Испания, кто там, Франция, Великобритания. Почему они этого раньше не делали? Понимаете, здесь слишком много вопросов. Да, легко сказать, Израиль не прав, потому что он побеждает, и мы видим кадры, где там очень тяжелые условия у арабов. Да, это правда, отчасти. Там много пропаганды. Но я не знаю, как это решать. Вот как оно решается, так оно решается. И там большая беда это, большая катастрофа. И эту катастрофу довели до этого состояния. Довели просто это состояние, до этого состояния. Большому сожалению. Очень жаль, что так происходит. Очень жаль. Но Израиль должен иметь гарантию безопасности. Да, арабы тоже и должны иметь право. Но арабы, которые проживают там, им должны все арабские страны помочь. Им должны Советский Союз, правопреемница Россия должна помочь. Им должен Иран помочь. Пусть собирают, сбрасываются деньги, помогают, строят им жилье, вывозят их. Не на Кавказ к нам. Простых арабов я не против. Кореи, вот этих всех бандюк, которые начали эту войну против Израиля, их нам на Кавказ вывозить. Она начинает приобретать другие обороты.
Война, она всегда такая. Сперва идут одни, там, за деньги идут, там, идейно идут, еще по какой-то причине. А потом вступают в войну те, у кого родственников убили. Это самые страшные люди. Они самые бескомпромиссные. Им своя жизнь ничего не стоит. И сейчас таких людей действие Израиля породило. Это факт. И эта война будет. Израиль победит, США победит. Сектор Газа — это маленький клочок земли. Они победят, зачистят эту территорию. Ну, какой ценой это будет? Вот вопрос. Вот вопрос. Это страшная ситуация. Это лицемерие всего Запада, лицемерие всего мира. Всех нас это лицемерие. То же самое произошло с чеченским народом. Все до единого плевали на чечен, на горе чеченского народа. Все до единого. Израиль у себя построил мечеть имени Кадырова. То есть самого главного предателя озаглавили, у себя поставили. Понимаете? И что случилось? Россия, которая Натаньяху в десна целовался, совершила такую подлую, вероломное нападение. Вот как происходит недальновидность политики. Что это значит? Недальновидность это... Что это? Не знаю, как это объяснить. Глупость это, коррупция это, жажда власти это. Я не знаю, что это. Но факт остается фактом. Все помогали. Украина помогала. Теперь она истекает кровью. Если бы Украина помогала бы, как сейчас она борется за свою свободу, 10-ю часть она помогала бы Ичкерии, война бы до Украины не дошла бы. Понимаете? Вот какие вот сложные вещи перед нами стоят. Перед миром стоят. Вот такие вот дела. Два лагеря, одно, а другой лидер. Вот, спасибо за это. Пожалуйста, Азиз. Почему РФ не отдает еврейский автономный округ Палестине? Таких просто. Они не должны им еврейский дать, которые там никто жить не будет. Они должны Подмосковье вывести и там поселить этих людей. Пусть 1 миллион, 2 миллиона арабов вывозят и расселяют. Надо создать, ну правда, не все захотят уехать. Кто не захочет, пусть остается. Но остальные должны, Россия должна помочь. И самое интересное, фашистская Россия нагнетает межрелигиозную мировую войну, и даже люди, которые мне казались адекватными, пишут: иудо-христианский мир против ислама, что за зло ислам? Вы что, с ума посходили, что ли? Это чистой воды фашизм. Мы, мусульмане, вам ничего плохого не делаем. У вас конфликт между Россией, Советским Союзом и Соединенными Штатами. И двоюродных братьев. Понимаете? Двоюродных братьев. Какое отношение я к этому имею? Я к этому никакого отношения не имею. Уважаемые евреи, пожалуйста, оставьте мусульман в покое. Вы повторяете то, что говорит Максим Шевченко. Вы говорите то же самое, что нужно объединиться, там, бороться. Он говорит, нужно освобождать христиан, мусульман и иудеев. А вы здесь говорите, мы иудеи-христиане против там мусульман должны. Мы что вам сделали? Я лично что вам сделал? Мой народ что вам сделал? Мы вам ничего не сделали. Если вы не называете Россию врагом, которая на 7 октября это сделала, это для меня вообще это у меня в голове все переворачивает. Почему вы, евреи, не упоминаете Россию? Вначале говорили про Россию, потом все это затихло, все, перестали говорить про Россию. Редко кто-то вспоминает про сейчас Россию. Иран, мусульмане. Это что? Это же явно, это же откровенно. Вы говорите, вы справедливы, вы строите там свой великий Израиль, справедливое государство, богоизбранный вы народ. Богоизбранный не может быть народ, если он несправедлив. Отношения вас убили,
Когда нас убивали, я вам ничего не говорил. Понимаете? Когда вы там по-разному себя вели. Про российских я евреев говорю. А то, что в Израиле построили мечеть имени Кадырова, это такая печать была, что смотрите, Кадыров законен, его там на святой земле евреи даже принимают, мечети строят его. Это отдел ФСБ вы построили. И вот сейчас, когда это все происходит, мне очень странно это все видеть и наблюдать. Я никогда не давал повода никому усомниться в верности пути евреев, что они борются за свою. Я отстаивал эту позицию. И сейчас я ее отстаиваю. Но сейчас получается, что виноваты не русские, а мусульмане. Это что это такое? Как это так? Нет, это не мусульмане. Там есть и христиане, хоть их немного. И это ваши двоюродные братья, семиты. Такие же семиты, как и вы. И вы делитесь между собой, конфликт у вас. А мы при чем? Я ни при чем. Пожалуйста, меня не впутывайте, мой народ не впутывайте. Но такие вот дела, друзья. Это нужно понимать. Это нужно понимать. Нужно понимать и нужно быть объективным ко всем позициям. Израиль, Палестинович, Аша, Дипорч, Хаещу, Нохчин, Германия. Нохчин, Дипорч, я духаню, но многих сейчас выявляют российских шпионов. Понимаете? Российских шпионов. Вы, многие, некоторые как полезные товарищи к этому присоединялись, а многие как агенты российских спецслужб здесь в ютубах, тиктоках сидели. Никогда вы не поднимали ичкерийский флаг. Никогда вы не приходили на митинги, на протесты, когда мы вас звали. Но когда нужно было высказаться против Израиля, вы начали везде вылазить и поднимать наш ичкерийский флаг. Нас дискредитировать вы пытались. Мы не против Израиля, мы не против Америки. Мы против фашистской имперской России. Понимаете? Вот против кого мы. Но сейчас, когда многие, а здесь агентуры очень много, немцы очень щепетильно относятся. У них каждая буква, каждая запятая будет там, где она должна быть в деле. И все, кто вы поддерживали там Хамас, поддерживали там Россию, вы все будете депортированы. Вы все будете просто вышвырнуты отсюда. Понимаете? Сидят там, рассказывают нам какую-то фашню разную, рассказывают, а потом еще удивляются. Германия не депортирует людей, которым угрожает опасность. Понимаете? Не депортирует уже давно. Как-то так, друзья. Как-то так. На этом, друзья, я свой стрим закончу. Мы уже почти 1,5 часа, уже, да, почти 10 секунд в эфире. Завтра постараюсь тоже выйти в эфир. Посмотрим. Спасибо вам, что смотрите и поддерживаете. Все будет Ичкерия. Нохчик Амдин, ду Ичкерия, Йолщу. Слава Украине. God bless the United States of America and Deutschland, Germany. И Ам Израиль Хай. Всего самого хорошего. Адикёль Маш Оль. Всего хорошего. До свидания.